13 марта средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,62 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-32 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,62-47 до 11,77 сомони, 1 российский рубль от 0,1435 до 0,1465 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают рост. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров. Цена на нефть марки Brent составила $83.13 за баррель, марки WTI $77.03 за баррель. Цена на золото в понедельник утром растет почти на 1% и составляет $1883.60 за тройскую унцию. Удешевление доллара и ожидание поставки Федеральной резервной системы США поддерживает котировки драгоценного металла. Транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» обратилась с просьбой к правительству, чтобы они отменили региональный патент для иностранных водителей больших грузов. Об этом сообщил источник в логистической компании и подтвердил собеседник, близкий к комитету, пишет «Ведомости». Это поможет привлечь в отрасль новые кадры. Острый дефицит водителей, по словам источников, приводит к простою грузовиков и денежным потерям перевозчиков. Сейчас, если иностранец хочет работать водителем в России, он должен получить патент на работу. Но такой документ действует только в пределах одного субъекта федерации, того, где он получен, поясняет один из собеседников в транспортной компании газете «Ведомости». В частности, сейчас водители фур могут развозить грузы только между городами в пределах одного региона. Предполагается, что после отмены патента для водителей иностранцев появится больше возможностей, а привлечь к работе иммигрантов будет проще. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Зода предложил создать совместный таджикско-катарский инвестиционный фонд и совет предпринимателей двух стран для активизации связей частного сектора и укрепления двустороннего сотрудничества. Данное предложение Завки Зода озвучил 9 марта в Дохе на встрече с министром торговли и промышленности Катара Хамад бин Касимом Аль-Абдулой Аль-Тани. Создание Совета предпринимателей и совместного инвестиционного фонда таджикский министр связал с качественным выполнением указаний и поручений высших руководителей обеих стран, расширением торгово-экономических связей, инвестированием и реализацией двухсторонних проектов, передает пресс-служба Минэкономразвития и торговли Республики Таджикистан. В этом контексте также была подчеркнута необходимость активизации сотрудничества с частным сектором и его действенная роль в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. В сообщении говорится, что стороны договорились в кратчайшие сроки провести очередное заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Экспорт нефти из Ирана достиг самого высокого уровня с тех пор, как США вновь ввели санкции в отношении иранских энергоносителей в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи согласно информационному агентству ТАСНИ. Выход США из ядерной сделки 2015 года и введение санкций в отношении Тегерана в 2018 году нанесли серьезный удар по экспорту иранской нефти. Лишь несколько стран после этого продолжали покупать произведенную в Иране нефть. Министр нефти Ирана сообщил, что в 2022-2023 финансовом году страна экспортировала на 83 миллиона баррелей нефти больше, чем в предыдущем отчетном периоде. По сравнению с уровнем двухлетней давности, экспорт нефти вырос на 190 миллионов баррелей, сообщил OG. Экспорт природного газа из Ирана в 2022-2023 финансовом году вырос на 15% по сравнению с предыдущим финансовым годом. В четверг правительство США ввело новые санкции в отношении 39 компаний, многие из которых находятся в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. А в Вашингтоне полагают, что эти компании облегчают доступ Ирана к мировой финансовой системе. Первый серийный электромобиль турецкого производства ТОГ появится в продаже на днях. Ожидается, что его стартовая цена составит 1 миллион лир. Это около $53 тысяч, пишет в понедельник газета «Йени Шафак». Ранее сообщалось, что в октябре
состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства ТОГ. Модель будет выпускаться в двух версиях – седан и внедорожник. Создатель утверждает, что на зарядку аккумуляторной батареи любой из машин уйдет не более 30 минут, что позволит проехать до 500 километров. Цена автомобиля пока не разглашалась, говорилось лишь, что она будет зависеть от ситуации на рынке. Турецкий автомобиль ТОГ вошел в последний поворот, проект, в рамках которого на этой неделе начнется процесс предварительного заказа с объявлением его цены, превратит еще одну мечту в реальность. Начиная с конца марта 20 тысяч автомобилей будут поставляться своим владельцам постепенно до конца 2023 года, согласно очередности, пишет издание. Ранее эта же газета также сообщала, что президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым зарубежным лидером, заказавшим электромобиль турецкого производства.